Миранда, впервые твои работы я увидела года 3 назад, наверное. Да, в Инстаграме я была очень удивлена, они мне, правда, очень понравились, особенно акварельные работы твои, это какая-то особенная любовь. После знакомства личного я долго пыталась тебя уговорить на это интервью, ты отказывалась, но это случилось, и я очень рада этому. С чем это было связано? На самом деле я не считаю себя, вернее, я считаю себя закрытым человеком. Мне тяжело идти на контакт, но в то же время у меня бывают какие-то моменты, когда я на эмоциях, открытая, вот, но вот мне самой очень тяжело общаться с людьми. Почему я не соглашалась? Мне было очень, как сказать, это даже не стеснение, а больше, может, неуверенность в себе. Вот. А я, конечно, стараюсь стать художником настоящим. Вот. Можно даже сказать, что это моя цель. Стать художником? Да. А сейчас ты кто? Я в процессе создания себя как художника. Круто. Как давно это продолжается? Именно как... Процесс создания себя как художника. Раньше этой цели не было, да, даже когда я училась. Мне кажется, после как раз училища, да. Это вот 19-20 лет, когда мне было. Давай по порядку тогда. С чего начался твой творческий путь? Как ты попала в художественное училище? Училась ли ты до этого в художественной школе? Когда ты впервые услышала о живописи, рисунке, вообще об этом направлении? Вообще я рисовала с самого детства. Вот как себя помню, мне кажется, я всегда рисовала. Вот. И это как раз-таки благодаря своим родителям. Вот. Потому что я сейчас смотрю свои старые работы, они у меня сохранились, там тетрадки дома лежат. Я очень любила и одежду, и там дизайн одежды. Я рисовала, создавала новые, как это сказать, новую одежду. Вот. И сейчас я смотрю, думаю, какой ужас. А мне постоянно, я помню эмоции своих родителей, и они говорили: вау, классно. Они тебя поддерживали. Да, и честно, я пока не поступила в училище, я думала, что я очень классно рисую. Вот. Что случилось в училище? Вот в чем вопрос. Я просто поняла, что очень много талантливых художников, ребят. Просто, мне кажется, зависит от того, чего человек ждет от этого, насколько он любит свое дело. Потому что рисовать и писать хорошо, мне кажется, почти каждый может. Ты имеешь в виду технически, научиться этому может каждый? Да, согласна полностью, да, правда. А как же талант? Способности мне кажется, особенные? Это все опыт. Правда, все опыт, потому что я, например, сейчас рисую, пишу так, потому что я с самого детства сижу с коробкой. Прежде чем поступить в художественное училище, тебе казалось, что ты умеешь все, у тебя получается все, ты такая классная, замечательная. Вот, и тут... Мне казалось, да, что я могу все. Правда, я даже не сомневалась, просто для меня было так. Хорошо, после училища у тебя стали возникать какие-то сомнения, или ты поняла, что ты не лучше, чем все остальные, что очень много талантливых ребят, что надо много над собой работать, надо трудиться для того, чтобы называться художником, или что произошло с тобой здесь? Я понимаю, что, вот как Мудар Сарджонович говорит, что надо постоянно работать, хотя бы там 4 или 2 часа, но каждый день. Конечно, это у меня не так часто получается, но я стараюсь, правда, писать. Я даже ушла с работы, чтобы посвящать больше времени
творчеству. И да, я не считаю, что я там лучше кого-то, и ну, как бы все зависит от того, сколько ты времени вкладываешь в свое развитие. Ты работяга или лентяйка все-таки? Вообще, я себя считаю ответственным человеком, вот, но касаемо творчества, так как все зависит от моих эмоций, вот, мне сложно себя заставлять вот сесть и начать работать. Конечно, мне иногда кажется, что я не ленюсь, потому что у меня бывает, что я могу месяцами не касаться кисти, но наброски я делаю, правда, часто. У меня всегда скетчбук с собой, ручка гелевая, вот, и я всегда что-то набрасываю. Эта привычка с училища осталась. Я долгое время не работала, вот, и у меня не было идей. Но мне хотелось писать, мне безумно хотелось писать, но не было мысли, что беспокоит. Ну, как бы картины не возникало никакой. И я решила ходить снова в училище, вот. И я решила, что я буду просто на бумаге, ну вот вообще неосознанно, но когда я неосознанно, у меня всегда люди. Вот я не знаю, почему я и портреты пишу, и даже когда какие-то композиции, то у меня обязательно должен присутствовать человек. Вот. И я просто одну фигуру рисовала на бумаге. И углем, и красками, и по итогу пришла какая-то мысль вот, в процессе. Я решила принести на холст. Там, конечно же, есть смысл. Расскажешь о смысле? Я люблю сюрреализм. Вот. Это как раз-таки полет фантазии, скрытого смысла. И там, ну, как бы безгранично можно творить. Вот. Ну, это пока точно не сюр. Это нет. Но он должен Я не быть. знаю, что из этого получится в итоге, в конечном итоге, но пока... Потому что пока что я пытаюсь все выстроить, правильно? Мгм. Вот. Хорошо, есть какая-то такая идея, которую ты пытаешься воплотить? Или все в процессе? Возникает, конечно же, изначально идея, вот. Но в процессе работы у меня всегда меняется. И технический, и смысловой смысловая какая-то нагрузка, это все в процессе очень сильно меняется. Я вообще забываю смысл в процессе. Хорошо, с чего начиналось тут? Просто я очень люблю, как это сказать, подсознание, вот, ну, изучать, смотреть. И я люблю мечтать, иногда думаю о том, настоящая ли наша жизнь вообще, и мы тоже. Вот. И у нее я хочу сделать руку, как будто она полупрозрачная. Вот у нее. Вот. И тут должна быть как раз-таки земля, а тут облака. Вот. Ну, посмотрим в процессе, что пойдет. Ну, как бы это грань между нашим реальным и вот, как сказать, высшим. Я не знаю, я не могу нормально подобрать слово, но... Ну, честно говоря, главный результат. И результат, мне кажется, расскажет о многом и каждому о своем. Поэтому мы тебе не мешаем. Продолжай.
Я начинала с флористики. Мы просто искали с моей подругой-однокурсницей работу. Вот. И мы как раз проходили мимо магазина, и как раз там работала наша знакомая. Вот. Она сказала, что требуется флористы, и мы такие, ой, мы не против поработать. И как раз мы начали работать в магазине. Было очень интересно, правда. Ну, это же тоже творческая такая работа, это конечно. не легкая работа, но да, творческая. Вот, создавать разные букеты, такие, не просто красные розы, а интересные сборные букеты. Люди тоже классные, на самом деле. Много классных людей мы встретили там. Это было после 2-го курса. В следующее лето мы устроились в кофейню Take Coffee. Нет, это было после 3-го курса, летом. Вот. И Take Coffee мы не бросили, как было после 2-го курса. Вот, мы 4-й курс параллельно и учились, и работали. Мы даже дипломную писали, пытались как-то совместить написание дипломной и работу. Вот. Конечно, было сложно очень. А в салоне ты работала в какой Это период? уже после. Это было после. Я как раз после окончания училища, я пошла работать в салон. Вот. Там проработала год, потом ушла на год, и потом снова вернулась. Это все были поиски себя все-таки или... Вообще, да. Да. Ну и мне просто, я честно не вкладывала особо смысла в это. Но мне было интересно. Просто я считаю, что любой опыт полезен. Ты 5 лет назад окончила художественное училище, но все равно продолжаешь ходить сюда. С чем это связано? Расскажи, пожалуйста. Это твоя привязанность, плюс... Я нуждаюсь в мотивации. Мне сложно себя мотивировать. Вот. Потому что дома не та атмосфера, чтобы работать. И окружение, вот когда я работала в салоне, у меня было другое окружение. В кофейне тоже другое окружение. А тут я себя чувствую комфортно. Вот. И, конечно же, вот правда, я когда вижу Илдара Сарджановича, он, очень помогает. Просто с ним поговорив, сразу хочется что-то делать. Вот. Это малая часть твоих акварельных работ, я так понимаю. Расскажи, как они рождаются? Вот честно, этот период как раз-таки я в основном проводила время дома и особо не выходила. А за основу брала? Фотографии. Да, фотографии. И когда я себя чувствовала, именно этот период, когда меня что-то беспокоило, я начинала рисовать. Так как я люблю портреты, я начинала искать фотографии и просто рисовала. Вот. Оттачивала мастерство, так скажем, Ну, сидя честно, дома? это очень морально тоже помогает, и я перестаю думать о чем-то. То, что меня заботит сильно, беспокоит, вот. И мне становится легче. А это что за работа? Расскажи о ней. А Тоже? Это фотография, да. Я была в Сочи, мне тоже захотелось что-то нарисовать. Я просто взяла фотографию. Это еще одна работа твоя. А это актер. О, Российский. как его зовут? Анар Халилов. Да. Интересненько. Он лайкнул. А насколько для тебя важна обратная связь? Ну, на самом деле важна.
понимаешь, что людям нравится, Что все не что они зря. что-то находят, да, что все не зря, и хочешь еще больше работать. Да. Тут еще есть одна работа, а это вот тот самый сюрреализм, твой любимый. Расскажи, какую смысловую нагрузку несет эта работа, как она вообще рождалась, что это, где это? Ты помнишь мысль свою, Это которую ты закладывала? Это было давно. Идею. Честно, я уже не помню. Но часы это наши 100%. Ага. А люди? Люди, люди мы все свиньи. одинаковые. Картина, в принципе, называется «Мы». Вот. Мне кажется, в какой-то мере все ситуации в мире похожи. Вот. Правительство похоже. То есть ты хочешь сказать, что люди в пиджаках и рубашках, Ну, они сами... Я в тот момент была просто на что-то злая. Я не помню на что, правда не помню. И мне просто захотелось это написать. Я просто представила картинку почему-то и решила это запечатлеть. А вот скажи, насколько влияет на тебя то, что происходит вокруг тебя? Это не то, что там семьи касается, а вот в государстве, в твоем родном городе, не знаю, в училище, может быть, в среде твоего обитания. Насколько это все влияет на тебя и как часто это переносится уже на холст? На меня это очень сильно влияет. Я очень близко все воспринимаю к сердцу. Я эмпат, вот, и как бы все через себя. И как раз-таки мои картины так и создаются. У меня день начинается с кофе с родителями. Класс, это традиция у вас это, такая. Да. Меня будет, я прихожу, там кофе. Да. Иногда я раньше встаю и варю им кофе. Да, это, кстати, без этого как-то день уже другой. Это порой даже не хватает, когда я уезжаю, мне не хватает вот. Атмосфера, Да, светлячка, да, кофе, мама, да. папа. А так, в последнее время я хожу в училище, пытаюсь ходить каждый день. Вот. И после окончания почему-то меня потянуло на скульптуру. Вот. И я пытаюсь больше времени уделять лепке. Так, ее еще достать? Ой. Так, рассказывай, кто это, что это, в чем идея. Она танцует на одной ноге. Она балерина? Или... Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Тут, я помню, каждый, кто проходил, и педагоги, они все такие: ну сделай ногу. Я говорю: нет, идея в том, что она может на одной ноге танцевать, потому что она хочет, и она танцует даже на одной ноге. Все равно все, что человек творит, идет откуда-то. Или история, которая запала в сердце, в душу, или просмотренный фильм какой-то, или музыка вдохновляет на это. Почему она на одной ноге? Вот в чем вопрос. Может быть, естественно, это метафора. Может, ты себя ассоциируешь с ней в том плане, что ты считаешь, что несмотря на сложности какие-то, внутреннюю борьбу, ты можешь все, и ты готова на все. Ну, мне кажется, здесь какая-то другая глубинная идея есть.
На самом деле, да, я больше всегда свои чувства, опять же, беру за основу. Вот. И, честно, были, конечно, сложности, но я уже не помню, я все забываю. Но на тот момент, да, мне негде было работать, и я себя чувствовала, на самом деле, мне было как-то, я не знаю, очень и тоскливо, но я очень хочу работать, и у меня, правда, большие мечты. Я понимаю, что человек, если хочет, он может все. Вот на самом деле, я правда искренне так считаю. И как раз-таки идея в том, что несмотря на отсутствие ноги, она все равно танцует. И делается это с удовольствием, вот. Несмотря на боль и сложности. Вторая работа. Дай Бог, чтобы с ней всё было хорошо. Вот так. Это уже из глины. Кто она? Что она? Она просто сидит задумчивая в своих мыслях, расслабленная. Ну, я, как всегда, леплю и рисую людей. Вот. Не знаю, с чем это, правда, связано, но меня всегда тянет к этому. Работать с глиной сложнее ведь, намного сложнее, чем с пластилином, который поддается. Ну, мне, честно, нет. Мне вообще так же. Ну, и я очень люблю лепить. Конечно, скульптура — это совсем другое. Но я все равно с детства держала пластилин в руках, любила такие мелкие детали. Как бы все равно руки работают. Вот. Вначале было сложно, но после одной работы вторая уже легче идет. Для меня это, ну, как новый этап, и я отношусь к этому как и к живописи. Вот так. Мне это очень интересно, и я готова изучать. Меня часто останавливает страх. Я боюсь ошибок, хотя это как бы наоборот неправильно. Надо ошибаться, чтобы идти дальше. Вот. Ну, я очень неуверенная в себе. Вот вместо того, чтобы попробовать, я думаю, что ой, ну я там не смогу или что-то, и не делаю. Вот. А как я себя вижу, или как жизнь вижу, ну, честно, я искренне, правда, всей души хочу быть именно живописцем, художником, но писать картины не на продажу, а просто писать свое. Конечно же, я мечтаю о мастерской. Это правда, я безумно хочу мастерскую. Хочу выставки. Вот. Но для этого, конечно, нужны работы. Как бы. Ни одна твоя работа пока нигде не выставлялась. Я правильно понимаю? Выставлялась. Выставлялась. Да. Расскажи об этом. Ну как, это не персональные выставки, у меня еще не было выставки, но в каких-то выставках я все-таки участвую. Вот недавно Абхаз-Деск устраивали выставку с фондом Ашана на переработанной бумаге. Я выставила 3 работы. Вот. Опыт был очень интересный. Да.
Насколько это сложно? Работать на материале, который тебе не знаком. Я, кстати, первую работу на этой бумаге сделала акварелью, и эффект, правда, совсем отличается. Но мне очень понравилось. Выглядела работа как будто старинная. Вот. И я рада, что все работы купили. Это очень приятно. Если параллельно не заниматься чем-либо, не зарабатывать деньги, к примеру, занимаясь основной какой-то другой работой, возможно ли художнику прокормить себя? Вот ты на сегодняшний день там систематически пишешь какие-то работы, а продаешь ли ты свои работы или же принимаешь ли какие-либо заказы, получаешь ли ты какие-либо денежки там, за свой труд? Возможно ли художнику прокормить себя на сегодняшний день? Возможно. Просто, мне кажется, не сразу. Я принимала заказы на портреты в одно время. Довольно много. И я перестала принимать заказы, потому что это отнимает очень много времени, и по итогу у меня у самой не остается моих работ. Деньги деньгами, но как бы это для меня лично это не самое главное. Но если говорить в общем, то я думаю, художник способен себя прокормить и свою семью, если у него именно цель как раз-таки заработать на творчестве. Мне кажется, можно очень хорошо заработать в наше время. Это еще одна твоя эфиопка. Кстати, первая я и не знала. Точнее, я ее видела, но не знала, что автором являешься ты. Вот, получается, тебе заказали уже вторую работу. Да. Но они, в принципе, знали, что я рисую, и что я закончила училище. Вот. И они мне доверились. Вот. Спасибо им, да. Вот. А чья идея была изначально? Вот именно эфиопку нарисовать? Почему именно она? С чем это было? Владельцы. Это их идея была, их затея. Да. В принципе, у них хорошая фантазия. Вот. Ну, вторая девушка отличается от первой. Да, та была яркая, там прям будто бы мазки были, много цветов. А это такая минимализм. Хотя минимализм не назовешь, так как там блесточки. Но всего лишь 3-4 цвета. Ну, мне просто интересно представить себе маленькая миниатюрненькая девочка на стремяночке или на стуле это все рисует. Как процесс протекал? Я очень люблю большие размеры. Гораздо приятнее процесс. Маленький не такого удовольствия придает. Вот. А как процесс сам протекал? Ну, реально, ты Вообще стуле, надо на стремянку, да, чуть ли не на последнюю. Ну, там она была невысокая, конечно, но, да, я понимаю, хотя я высоты боюсь, вот, но я все равно залазю и работаю. Ну, честно, это очень приятно, когда большие объемы, и ощущается, что я выполнила там большую работу, ну, вот, приятно, в общем. У меня тут возник вопрос, ну, учитывая работу, размеры, насколько вообще тебе интересно было бы заниматься тем же стрит-артом, граффити, не знаю, вот это направление? Я, кстати, сейчас, до этого я расписывала одна, были заказы, вот, но в последнее время мы вот с моей подругой и однокурсницей решили вдвоем расписывать стены. Мы создали страницу, но она, конечно, в стадии разработки, вот, и мы хотим в этом направлении работать.
вот, развиваться. То есть Так такая идея что, уже есть. Да, это и интересно, и заработок, в принципе, хорош. Вот, так что да, надо прикладывать усилия и развиваться в этом направлении. Идея первой эфиопки принадлежала владельцам, Да, а вот второй вторая тоже. тоже владельцам. Да. Какой будет третья? Вот в чем вопрос. Я не знаю. Ну, сейчас стена, надеюсь, сохранится хорошо и надолго, так что, да, надеюсь, она надолго. Ну, предыдущая сколько прослужила? Ну, Мне кажется, как прослужила? я не, честно, по датам плохо, но мне кажется, года 2. Но она, правда, пользовалась популярностью. Я помню в Да. соцсетях, особенно в Инстаграме, это прям было очень популярно. Если ты в тейк-оффе зачекиниться, там, сфоткаться рядышком или пофоткать саму Ну, даже работу. близкие удивлялись, когда я говорила, что это моя работа. Потому что подписи не было, у меня, как обычно, я всегда забываю ставить подписи. Вот, и многие не знали, даже близкие родственники не знали, что это моя работа. Да. Теперь Миранда исправилась и поставила свою подпись Да, вот тут, вот стараюсь не внизу. забывать. Да все вокруг, даже друзья, они сразу, даже какая-то выставка или что-то, они сразу: Миранда, ты подписала? Миранда, ты подписала? Я говорю, да. И такие, слава богу. Да.